Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инноваций горизонтальных связей. Сегодня поговорим о развитии IT в Республике Ингушетия. Под IT можно понимать очень многое. Мы, в частности, вот 3 года в части веб-технологий, это тоже часть IT. Вот ведем курсы. Мы, это группа «Я полезнее Ингушетии», ребята, там у нас проект вот этот ИГС Веб-старт мы ведем. Какое-то представление имеем. Но IT это очень широкое понятие. Есть люди, которые делают приложения, есть, которые там железом работают. Сегодня общался с одной девушкой, она обращалась по поводу, она преподаватель в одном вузе работает и говорит о том, что есть проблема. Ребята учатся на айтишников, на программистов, выпускаются и не могут найти применение своим знаниям. У нас на курсах тоже отчасти есть эта проблема, но эта проблема, она в основном искусственная. У нас есть, ну, к примеру, если там больше 1000 человек пришли к нам на курсы, где-то там больше 300 закончили курсы до конца, из этих 300, ну, десятки там трудоустроены уже, но не все, потому что есть определенная инерция. Не потому что нету работы, есть определенная инертность. А те, у кого есть настойчивость, которые проявляют инициативу, мы подсказываем, где, что, как. И кто-то уже трудоустроен, кто-то в фирмах работает, кто-то на фрилансе работает, зарабатывает. Ну, это не происходит так раз, короче, и сразу там на хорошую зарплату, хорошую фирму взяли из-за того, что там месячные курсы кто-то прошел. Какими знаниями ты не обладал, ты должен еще иметь опыт, как применять эти знания, коммуникативные способности. Это все надо набираться опыта. Есть другая проблема. По крайней мере, вот в той нише, в которой мы работаем, в этой нише спрос есть, и он большой, но он спящий спрос. И вот на этом уровне, которым мы занимаемся, общественным, то, что мы делаем, результаты, они очень растянуты во времени. Нам на общественном уровне это долго и трудно делать. Чиновники это могли бы сделать быстро. То есть, то, что мы делаем, это можно было результат в 10 раз быстрее, 10 раз больше получиться. Ну, они все время говорят, что мы развиваем IT, мы развиваем IT. Ну, я это вижу, как они это как то, что я вижу. Может быть, они на самом деле там какие-то чудеса творят, что мы завтра узнаем, что у нас там, оказывается, Силиконовая долина. Но я вижу то, что это в основном мантры какие-то. Мантры, какая-то показуха какая-то, какие-то формальные какие-то вещи, которые, ну, они мало как влияют на развитие IT. Возьмем, например, рынок Ингушетии наберем. Что мы здесь видим? Я сейчас объясню, к чему я это показываю. Вот если мы запрос в поисковике введем рынок Ингушетии, мы не найдем сайта про рынок Ингушетии. Видите, здесь есть маршрут, а упоминания сайтов нет. Здесь Яндекс что-то говорит о рынках. Яндекс, газета Ингушетия, что-то Дзен, тут YouTube, что-то это. А сайтов в Ингушетии нет. Про рынок в Ингушетии, о рынке в Ингушетии. Если мы здесь с вами наберем, например, рынок Москвы, вот видите, здесь появляется вот, это ссылки. Это ссылки на сайты. На сайты этих рынков. Вот рынки, а вот ссылки на этих. На сайты этих рынков. Которые сайты эти сделали IT-специалисты, веб-программисты, дизайнеры,
Эти сайты раскручивают специалисты. Этой работой занимается иногда один специалист, иногда разные специалисты. То есть, вот видите, вот ссылки на сайте. Когда вы набираете рынок Ингушетии, то есть поисковик из документов там таких, потому что они зарегистрированы как предприятия в налоговой, зарегистрированы, их адреса есть, все это. Но они не на сайтах, а они в поисковиках, они фигурируют, потому что в интернете о них есть информация, об этих предприятиях. Вот здесь, 11 там я насчитал, рынка, наверное, в реальности там больше. Но сайтов нету. И сколько бы вы ни искали, сайта какого-то рынка Ингушетии нету. Вот в Москве, вот рынок Москвы, у них сайты есть, их рынков. А Ингушетии, рынке Ингушетии сайтов нету. И здесь нигде нету. Кто-то может подумать, что у директора рынка нету денег, чтобы заказать за 10 или 20 тысяч там сайт для своего рынка. Да хоть 100 тысяч он будет стоить, этот сайт. Хороший, крутой сайт. Для директора рынка это не деньги. Но этим он покажет уже всему миру, что этот рынок есть. Он покажет производителям сельхозпродукции или какой-то другой продукции во всем мире, что здесь есть рынок, что сюда можно привезти, там может телефон, где может связаться, показать, сколько стоит место, какие условия, что это за рынок, какой масштаб этого рынка, чтобы с товаром куда-то ехать из какого-то другого региона. Должен человек иметь представление, куда он едет, позвонить кому-то, телефон, если связаться хочет, посотрудничать что-то хочет. Там администрация района может в любой момент зайти, посмотреть, сколько рабочих мест там, сколько трудоустроено, сколько там это, 5-10. Это же не секретная информация. Если ему нужно, он же тогда пришлет налогового инспектора, и так он там знает, что у него там. А так это может рабочие места. И для IT-специалиста, помимо того, что сайт сделает человек, он может на постоянной основе там за 3000 в месяц, за 5000 в месяц его сделал сайт. Давай там смотри, там раз в неделю добавляй там новые фотографии какие-нибудь, что-нибудь, информацию, какие-то обновления, там места свободные, не свободные, 5-10. Это всем нужно, это всем удобно, это в свою очередь создает у нас рабочие места для этих IT-специалистов, которые у нас институты их обучают, мы на курсах обучаем. С другой стороны, эти люди, которые обкатаются здесь на местном спросе, наберутся опыта, наберутся там самоуверенности уже, они смогут выходить на другие рынки, выполнять заказы там москвичей, питерцев, парижан, там, я не знаю, кого угодно во всем мире, здесь нет ограничений. И они опять же будут деньги зарабатывать, тратить их дома в Ингушетии, опять же ходить на эти рынки, в магазины. Это товарооборот, это налоги, это возможность для других людей тоже в свою очередь бизнес открыть, если в республику приходят деньги. По крайней мере, они не уходят из республики, они приходят и крутятся в республике. То есть, по идее, я к чему говорю, если бы чиновники этим немножко занимались и шли бы в этом навстречу, ну, я говорю, я попытки делал, и с той стороны как бы попытки были, но инициативы были там со стороны чиновников, вот, тоже связывались, как вот вы занимаетесь, мы тоже хотим заниматься, вот мы хотим IT развивать, вот давайте туда-сюда, давайте туда-сюда. Ну, все это как-то на разговор, когда речь заходит о этих простых вещах, которые нужно делать чиновникам, им почему-то это неинтересно этим заниматься, хотя это важно и нужно, и с этого надо это IT развивать, потому что вот эти веб-технологии, это самые базовые IT-технологии. Вот если у нас нету
там тысячи человек, которые хорошо разбираются и имеют опыт в веб-технологии, говорить о том, что мы развиваем IT-технологии, а с кем вы их можете развивать? От того, что человек институт закончил, формально чему-то научился, он ничего не может развить, пока он опыта не набрался, пока он не пощупал, пока он не 1, не 10, не 20 их, пока их не 1000. Потому что тут числа работают. 100 человек могут просидеть 100 лет и ничего не придумать. 1000 человек, уже из них какое-то количество людей пробьет какие-то, помимо сайтов. Это базовая технология. Это самое распространенное, потому что какие-то приложения, какие-то программы там для каких-то сложных, для железа какого-то, для механизмов каких-то там. Это тоже IT, но оно в процентном отношении веб-технологии, они занимают, наверное, самую большую часть. Вот строительство сайтов, дизайн сайтов, раскрутка сайтов. Вот в этой области это самая первая, самая простая, самая легкая точка входа в IT вообще для IT-специалиста. Потому что все остальные IT-технологии, они сложнее намного. И если в этой технологии человек не разбирается, он там вообще ничего не поймет. И в других технологиях мало какие IT-технологии есть, которые не были бы связаны с веб-технологиями. А веб-технологии могут развиваться. Вот я картинку поставил. Вот кактус. И вот такое впечатление, что у нас, особенно от чиновников, когда слушаешь, и некоторые людей тоже, у нас программисты тоже. Вот если кактус смотреть его как на ингушские IT, вот такое ощущение складывается, что многие думают, что если вот развивайся IT, будут смотреть на этот кактус и повторять мантры: мы развиваем технологии, мы развиваем IT, расти IT, в Ингушетии IT, мы развиваем технологии, оно как-то начнет по-особенному расти. Нет. Для того, чтобы этот кактус рос, нужно что-то здесь разрыхлять почву, что-то там, удобрения, там, давай, водичку туда поливать, что-то как-то создать. Потому что вот эти ученики, которых мы обучаем, и которые институты обучают, это семена. И вот мы сеем это семена, и очень важно, на какую почву мы их сеем. И вот эту почву, ее как раз-таки, если бы хорошо было бы, если бы чиновники, которые вот на каждом углу там все время говорят о том, что они IT развивают в Ингушетии, стараются IT развивать, хорошо бы, если бы они занимались вот этой почвой для IT. Потому что за руку водить, как-то проекты создавать, это все, на мой взгляд, это очковтирательство. Может быть, я что-то там не понимаю, извиняюсь, если это так. Может быть, они там что-то в тайне, в глубине правительства Ингушетии развивают IT-технологии, что завтра как бабахнет, и у нас там силиконовая долина, короче, там окажется, что Ингушетия. Но мне это слабо верится, потому что показатель, вот он, перед лицом показатель. Вот здесь надо. Это надо собрать этих предпринимателей, объяснить им, поговорить им. Вот этих директоров рынка, директоров там, хозяев гостиниц, этих кафешек, мафешек, директоров магазинов. Просто нужно... Потому что часто бывает, что вот в беготне бизнес, когда человек занимается, у него не всегда есть возможность какие-то стратегически посмотреть, что-то они пропустили кто-то. Здесь видно, что очень многие пропустили. Здесь нечего разговаривать. Здесь вот в интернете видно, сколько у нас всего пропущено. Для этого нужно семинары создавать. Если я там в Петербурге здесь там штукатуркой занимаюсь, моя профессия, если я там приеду в Ингушетию, скажу там, сниму помещение, позову, агулелся, шуцвек амял дашься, кто я такой, чтобы они там на меня кто-то пришли, послушали, отреагировали. Ну, если
там какой-то министр, замминистр, цифровое, диабол какого-то развития, и скажешь, вот тут в форуме, ой, вот здесь у нас семинар, вот здесь у нас приглашаем там этим директоров рынков, там этих, приглашаем, поговорим, кидока мялочку, где еще лучше. И в рамках этого какие-то разъяснять, какие-то провести пояснительную работу. Это же заработает, это же несложно. Это хорошо, если бы это было. А вот смотрите. Набираете, и я сейчас обращаюсь к программистам, ребят. Набираете вот рынки Ингушетии, смотрите адреса, едете, стучитесь, говорите, я программист, давайте я сделаю сайт, посмотрите, за столько, такой вам нужен, объясняйте этим людям. Первый откажется, второй откажет, третий согласится. Вы можете на постоянной основе начать сотрудничать с людьми. И это только одна область. Это вот рынки, там торговля, это одна область. Там тысячи рабочих мест. Но это все же одна область. Потому что если вы посмотрите, у нас вот в этом IT везде такая яма. Если вы, например, возьмете там гостиница, вот возьмем, давайте, гостиница Осетия наберем в поисковике. И гостиница Ингушетия наберем. Вот в одном и том же поисковике мы набираем. Вот, например, берем гостиница Осетия, вот гостиница Республика Северная Осетия. Вот сайт, видите? Вот как бы топ-100 на одном сайте. Заходим сюда. Вот берем первый. Это реклама, вот здесь идут гостиницы, отели идут, да? И вот первый, который открываем на сайте, первый на него заходим. И смотрим, что он нам показывает. Вот он нам показывает завтрак шведский, карта здесь есть, стоимость есть, доступен, сколько там, двухместный, трехместный. И вот есть у них, вот по соседней республике, вот информация. Человек, который хочет приехать, например, отдохнуть на Северный Кавказ, в Ингушетию, например, вот он зашел сюда, он здесь может взять, снять номер, заказать и приехать. Это у нас Осетия, да? Вот мы берем Ингушетию. Заходим на тот же самый сайт. Открываем также первый. Что мы здесь видим? Прочерки, пустота. Распродано, распродано, распродано. Все у нас распродано, ничего у нас нету. Все у нас распродано, ничего нету у нас. Вот на том же сайте в Северной Осетии все есть. Отели, все описано, что есть, какие цены, какое-то. А у нас в Ингушетии ничего нет. Люди вообще туризм этот для чего развивают? Для того, чтобы загнать там людей, как табуны загнать людей, чтобы они там все затоптали, чтобы там все, извиняюсь за выражение, чтобы они там все обосрали, чтобы они там что-то повыдергивали там себе на память, там какие-то камешки. Для этого или для того, что развивать рабочие места, создавать, чтобы в республику деньги привозили. Это отельный бизнес, это кафешки там, это сувениры, это 5-10. Но у нас по факту получается, у нас мы развиваем туризм, мы развиваем туризм, но по факту получается, что мы от этого туризма получаем шиш один, а деньги зарабатывают соседние регионы от развития туризма в Ингушетии. А ингушам остается мусор от этих туристов Ингушской республики. И мы потом еще удивляем и возмущаемся, и рассуждаем, почему экскурсоводы там с соседних республик приезжают и рассказывают
неправильно историю там Ингушской башни и историю региона. Все взаимосвязано, все просто на самом деле, все вот на поверхности оно лежит. Все лежит вот на поверхности. Кому-то этим надо заниматься. Вот здесь видно, что когда формально занимаются этим, вот оно вот так бывает, пустота, ничего нету. Откуда этот турист может узнать, куда ему приехать в Ингушетии, кому сколько ему заплатить? Он что, приедет в Ингушетию, на базаре будут спрашивать, где у вас здесь можно пожить, где у вас почем можно пообедать. Ему этот базар еще тоже найти нужно, потому что сайта нету, администрации нет обратиться. Поэтому, как говорится, дело спасения в руках, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому будем настойчиво надеяться, что какое-то там вот это развитие IT в Ингушетии, то, что чиновники все время об этом говорят, что они там готовят какой-то шикарный план Барбаросса. Но все-таки надеяться на то, что вот они там сейчас проснутся, что-то делать, там сложно. Поэтому проявляйте сами инициативу. Обращайтесь к предприятиям, хозяевам, предлагайте свои услуги. Есть в интернете фриланс-биржи разные, есть там фриланс-сайт, есть Юду, есть Авито. Размещайте объявления, звоните, ищите работу удаленно. Живя в Ингушетии, вы можете удаленно работать там, какие-то московских, там, питерских, других. По всему миру есть фирмы, тем более, если вы знаете иностранные языки. У нас есть тоже ребята, которые курсы заканчивали, которые сотрудничают там из Финляндии, из Англии. Они получают заказы, там какие-то вещи делают, работы какие-то выполняют. Не обязательно где-то находиться на месте и делать работу именно там. Прелесть вот этих веб-технологий в том, что можно работать, никуда не уезжая, никуда не переезжая, находясь дома и вполне прилично зарабатывать. IT в Ингушетии развивается, будет развиваться, к сожалению, развивается медленнее, чем хотелось бы, но оно, это IT, не будет развиваться достаточно быстро, если мы все не будем проявлять инициативу. Если вот так, как сейчас идет, мы будем всегда в конце всех, в хвосте все время. Если у соседей у наших что-то развитие идет быстрее и лучше, а у нас идет медленнее и хуже, то и айтишники наши будут всегда меньше зарабатывать, заказы самые плохие получать, и их никто не будет знать о их существовании. И если у нас айтишники и все в других отраслях будет так, и это будет вот эта стагнация, вот это отставание, вот этого света нет, газа нет, это никогда не закончится. Поэтому не надейтесь на тех, на кого опрометчиво надеяться постоянно. Надеяться хорошо, надежду терять нельзя никогда. Терять надежду — это грех. Но все-таки рассчитывайте на свое усердие, проявляйте настойчивость. Пока программист не наработал определенный имидж, пока его не узнали, пока его не заваливает заказами больше, чем он способен выполнить, ему нужно заявлять о себе. Ему нужно стучать в двери, предлагать услуги, надо проявлять настойчивость. Где-то в интернете размещать объявления, специальные биржи есть разные для фрилансеров, там заявлять, наращивать себе рейтинг. Только так может двигаться, поэтому не надо надеяться из-за того, что кто-то курсы закончил или в институте отучился, что его прям бах, его кто-то там с пирогом будет встречать, и давайте, короче, мы жить без тебя не могли. Надо
в первую очередь сделать так, чтобы тебя увидели люди, узнали о твоем существовании и увидели, что ты умеешь делать, как ты умеешь делать, насколько добросовестно ты относишься. Для этого нужно проявлять настойчивость и заявлять о себе. Масне Ахтубол. Здесь немножко критика и немножко советы нашим начинающим веб-программистам. Масне Махбол Холчин. Всем успехов, удачи. Проявляйте настойчивость, старайтесь, стремитесь, все будет хорошо. Могло быть лучше, конечно, но и так будет все хорошо. Давай, Ахтубол Масне.